нас 10-15 минут разминка, короткая, темповая, не 20. После этого 3 по 6 стойки, совершенствоваться будем. Техника, все на сбивание. Второе, все через спину, броски любые. Вертушка, кочережка, рука, туловище, рука, голова, захваты. И третье, это уже крест, клинч, правый, левый, петля, оттуда вся работа, техника. 3 по 6. Между каждой 6-30 секунд пауза. Потом пойдем партер. 4 по 3 партере. Один сверху, второй снизу. Другой потом поменяли. 4 захода. После этого сделаем один период схватку стойки и 30-30 партере. Поняли? А вы продолжите. 15 минут максимум. Все, начали. Никто не разговаривает, тихо работает. Главный тренер Олимпийской национальной сборной Польши по греко-римской борьбе Хасбулат Базоркин дает небольшие наставления перед тем, как начать тренировку. Здесь и те, кто понимает ингушский, и те, кто говорит по-польски. Но языкового барьера в спорте обычно не бывает, поэтому тренировка начинается в штатном режиме с легкой пробежки. Никаких других движений. Не отпускайте руки далеко. При себе руки. В зале спортклуба Ади Ахмат сегодня многолюдно. Причина тому — приезд высокопоставленных гостей из мира спорта. Совсем скоро стартует чемпионат Европы по вольной классической и греко-римской борьбе, в котором примет участие и польская сборная. Пройти акклиматизацию — вот задача, которую поставили перед собой спортсмены и тренерский штаб. Как все хорошо для меня, это Кавказ. Приготовка для меня тоже очень будет хорошо. Я тут первый раз здесь. Но если так будем тренировки сделать, как мы тут сделаем тренировки, то я думаю, будет очень хорошо. Но сейчас тренировки такой у меня будет спокойно, надо вес спокойно сгонять. Сейчас такой тренировки чуть-чуть пуш-пуш и так все. Но знаешь, каждый соперник есть очень тяжелый. Я думаю, я хочу все схватки хорошо сделать. Но посмотри, как будет. Я сейчас подготовку делаю пред чемпионатом Европы. Но я думаю, будет очень хорошо. Тут очень хорошая база, очень хороший хотел, очень хорошее кушание. Я думаю, все будет хорошо для меня. Вместе с польскими спортсменами на тренировке и воспитанники клуба Ади Ахмат. Для них это уникальный шанс получить хороший опыт от ведущих тренеров по борьбе, равно как и для самих участников предстоящего чемпионата. Тренируются не в полную силу, чтобы не получить травму накануне соревнований. Полякам я показывал, они уже знают, вы не знаете. Есть разные варианты пробивания. Смотрите внимательно. Первый, когда я начинаю ставить жестко, смотрите сюда. Когда я его вытягиваю, смотрите, раз, выше, аузля, оп, сюда. И сразу ногами подошли, чтобы... Смысл такой, рука заходит, нога становится. Если я так зашел, сразу бросок, и я улетаю. А это контроль. Вот так на себя. Еще лучше, если вот так держите. Варианты, да? Можно эту руку брать, так я делал. Отсюда, оп, сюда заходил. Такие варианты. Любимый мой был вход отсюда. Отсюда я заходил. И раз, два, три. Это уже вариант пушек. Отсюда скручиваешь, смотри внимательно. Иногда я ставил голову сюда, чтобы меня не мог достать. Вот так вот. Смотрите за руками, я так не выставляю.
Борец хороший борется так, что его позиция стопроцентная, у него ничего. А если так, 50 на 50, он берет тоже меня. Вот он, вот. Видите, локти как? Я отсюда и в корпус пойду. Я отсюда и перевод сделаю. Но у меня задача сейчас другая. Я тяну вниз, загружаю, он выравнивается. Я помогаю ему. Раз. Все, видите, сложился уже. 2, хорошо, Маняна. 3. Сюда. Поняли, да? А там уже, что вы умеете. Варианты. Сейчас у нас скрутки с петли, переходы. Сюда броски, крест. Поняли? Правый, левый, клинч. Отсюда. Давайте. 3 минуты. Побросайте. Просто побросайте. У нас последний этап подготовки к чемпионату Европы, который будет проходить в Каспийске, Дагестане. Вот, это заключительный сбор, называется «Подводка». Последний сбор, он короткий, 10-дневный. Привезли всех первых номеров сборной Польши. Прошли этапы подготовки, базовые, промежуточные, много отработали. Прошли командные чемпионаты у нас, международные соревнования. Страны Польши чемпионат был. Вот, отобрали мы по критерию отбора по набранным очкам состав, привезли сюда. Вот, то, как мы сюда приехали, это уже как бы другая история, можем тоже за нее рассказать. Но, в принципе, сюда мы перед чемпионатом Европы привезли олимпийскую сборную свою. После дороги, это обычно сутки, двое ребята приходят в себя, потому что дорога дальняя была, там в Москве 10 часов они ждали свой рейс. Но, в принципе, максимально качественные условия здесь нам, скажем так, предоставили этот клуб Ади Ахмада. Я много залов в Европе повидал, тренировал во многих странах. Ну, скажу, что такой зал не везде есть. Это очень достойный зал со всеми условиями. Тут еще есть фитнес-зал рядом. Мы тоже вчера там были. В общем, ребята и команда во главе с нами, тренерским штабом, все довольны. Довольны не быть не могут. Мы работаем в этой команде, тренируем эту олимпийскую сборную вдвоем со своим братом, мы двойняшки, поэтому мы вместе везде. Ну, мы, как говорится, это, как предыдущий оратор сказал, мой брат, что это подводка идет к чемпионату Европы. И мы подумали и решили так, чтобы люди прошли во время сбора акклиматизацию и уже были готовы здесь. Люди, которые будут приезжать сразу в Дагестан, им надо будет проходить акклиматизацию. А у нас уже 10 дней мы пройдем эту акклиматизацию. Поэтому я думаю, нашим спортсменам, нашим ребятам, которых мы привезли, будет легче выступать. И уже форма будет подогнана под нужную кондицию. Ну, это все проходит согласно плана тренировок. Все у нас, как я сейчас сказал, это подводящий сбор, доводящий, если правильно сказать, доводящий до кондиции, до формы для выступления на чемпионате Европы. Да, и это плановые тренировки. Здесь они в себя входят и борьбу в стойке, и борьбу в партере, и отработку приемов, и вот это всю доводку, короче, подготовку к чемпионату. Не без перегрузки спортсмена. Вы знаете, в Ингушетии меня очень радует, очень сильный прогресс идет борьбы. Раньше, когда мы занимались, Чечена Ингушетия была, тогда борьба была сильная, потом был спад. Но сегодня это подъем, хороший тренерский штаб,
ингушской сборной Ингушетии. Очень хорошие ребята. Главный тренер Белхорой. Ну, все, которые здесь ребята хорошие, они молодые, титулованные и очень грамотные, как спортсмены, как профессионалы грамотные. Очень хорошие самые ребята. И я думаю, у них результат будет хороший со временем. А те спортсмены, которые вы назвали, Аздоев, там, Нальгиев, они профессионалы, я думаю, будет хорошо, да. Тадеуш Михалик в Ингушетии, да и на Кавказе впервые, хотя опыт выступления против атлетов из этого региона у него имеется. В скором времени ему предоставится возможность показать себя во всей красе, а пока призер Кубка Европы проходит подготовку вместе с другими спортсменами. А подготовка моя с нашим тренером очень хорошо. Хорошо тренировали все. Сейчас много час. Тут приехали. Тоже тут хорошее место Ингушетия. Очень хорошо. Кушание хороший, зал. Есть где тренировать. Вес много тебе надо гонять? А вес у меня нет. 4 килограмма. Да. Не сложно будет? Нет, не трудно там. 4. По поводу предстоящего чемпионата, что можешь сказать? Как думаешь, пройдет он? Я думаю, что будет хорошо. Но я хочу поехать и медаль привезти. В числе спортсменов, готовящихся к предстоящему чемпионату в Дагестане, и Эдгар Бабаян. Перебравшись не так давно из Армении в Польшу, он стал первым номером в сборной страны. Первый раз мы здесь приехали, очень хорошее ощущение, условия очень хорошие. Я, если честно, не ожидал, что здесь, в Кавказе, может быть такое условие, именно борцовские. Других видов спорта не знаю, но именно для борцов здесь условия сделаны супер. Сейчас, если честно, ничто не делаем, просто сейчас набираем свежее, чтобы хорошо выступить на чемпионате Европы. Я вес не гоняю, там, можно сказать, вообще, там килограмм, но это после тренировки стою на своем весе, так что с этим у меня нет проблем. Честно говоря, это очень длинная история. Ну, проблемы были у меня в Армении. Так сказано, если сзади кто-то тебя толкает, тогда идешь вперед. А у меня нет такого человека и не был там, в принципе. И потом решил поменять страну, без разницы куда. Поляки... поляки сами меня пригласили как спарринг-партнер. Там я боролся и на этом... То есть поехал там как спарринг-партнер и в это время тоже участвовал на чемпионате имени Владислава Петлицинского. Очень сильный международный турнир и чемпионом стал. И после этого поляки предложили, чтобы я остался и боролся как поляк. Не отказался. Честно скажу, сейчас целый мир, да, есть, скажем, чемпионат Европы. Там нет такого страны, чтобы сказать, это слабый или что. Сейчас все почти равные. Кто психично хороший, кто чуть-чуть лучше подготовился, тот и выиграет. Местные борцы считают, что приезд гостей из Польши положительно скажется и на их выступлениях. Так, уже в сборную России вызваны двое спортсменов из Ингушетии – Муса Евлоев и Бекхан Аздоев. И это только начало. Такими темпами развития греко-римской борьбы состав сборной нашей страны обязательно пополнится еще другими борцами из нашей республики. Тренер жбы, алгай тренер жбы, халк Турция был бы, Швеция был бы, Польша был бы, сарт контан хабак, дикай ихай приемыш ихай, даху шаухри что дикректор. Во-первых, тут сборная Польши по мужикам. У нас все-таки мы с юношами работаем, соответственно, это большой опыт есть в Мужикистане, бороться, набариваться. У них сейчас подводка будет 10 дней, и мы старших, более перспективных ребят включили в команду с ними, чтобы они вместе работали. А опыт – это иностранцы, они их очень редко наши видят, соответственно, они могут почувствовать их на ковре, в стойке и понять то, что такие же люди, с ними можно бороться. Греко-римская борьба – это вообще, я всегда это говорил и не устаю повторять, это наш вид спорта. Я в другие виды не лезу, греко-римская у нас дается. Примерно взять по сборной России у нас в мужиках первые лидеры есть. Евлоев, Аздоев, также в молодежке Апиев.
И в юноше у нас уже около 6-7 лидеров. Ну, в юноше это был пробел. Мы как-то наладили работу. Ну, нам общий знакомый с Русланом Белхорой, главный тренер, возглавил. Я возглавил клуб. И как-то за 5-6 лет уже костяк сделали. Можно идти дальше. В процессе тренировок борцы проводят как разминочные упражнения, так и небольшие спарринги. Сначала в стойке, затем в партере объясняет все доходчиво и следит за выполнением того или иного элемента тренерский штаб. Сейчас делаем вертушки, кочережки, за руку, голову, комбинации. Смотрите сюда, разные варианты заходим, да? Разные ситуации. Вот чуть-чуть только локоть, есть момент прихватить. Правила такие. Если я делаю атаку на правую руку, у меня всегда правая нога вместе, здесь уже на месте. Я сижу на ногах. Я не буду ее отсюда, увидев ситуацию, тащить. Третья часть секунды пройдет, его нет, он живой. Вот он. Я здесь. Только локоть оттянул сразу. Уже вертушка пойдет сразу. Вертушку можно делать с таких разных захватов. Можно делать с таких, то же самое я делал. Не отпускай, иди сюда. Возьми его вот так, вот эту вертушку. Да, вот не отпускай руку, сделай вертушку. Не отпускай. Идите. Встань. Нет, на колени, полностью на колени. Прыжок на колени. Именно когда рука здесь и снизу. Впереди у этих ребят еще есть время, чтобы пройти подготовительный этап и подойти к старту чемпионата Европы в своей лучшей форме.